Не опять, а снова очередной успех Мухаммеда Амирханова не заставил себя долго ждать. На этот раз мальчик участвовал в международном вокальном фестиваль-конкурсе «Золотой голос России». Юный артист занял 2-е место, показав не только поставленный голос, но и уверенную хореографию. Фестиваль проходил в Москве в концертном зале Останкино, где в его исполнении услышали песню «Ингушетия моя», написанную композитором Евой Мальсаговой. Всего в конкурсе приняли участие 87 юных артистов, в числе которых и участника телепроекта «Голос дети». Волнительно было с ними соревноваться, скажем так? Чувствовал какую-то сильную конкуренцию? Да, я очень сильно переживал. Готовились мы каждый день с своим преподавателем Артуром Мирзаиловичем. Очень сильно переживали. Мы даже не ожидали, что займем это место, но главное участие. Сказал, главное участие, а получил вон какое место. Мухаммед Амирханов – воспитанник народного артиста Ингушетии Артура Хулагова. Занимается в классе эстрадно-джазового пения детской школы искусств Назрани. Сейчас активно готовится к очередным выступлениям. В мир музыки Мухаммед попал случайно. Год назад мама привела к Артуру Хулагову младшую сестру. Ей на тот момент было всего 3 года. Народный артист отказался, так как девочка была слишком мала, и решил поинтересоваться, нет ли у женщины еще детей, но постарше. Так мальчик пришел в студию. И мой преподаватель посмотрел на меня и сказал: вот ты будущий артист. Но я, конечно, этому не поверил. Но меня мама просто сюда привела. И по сей день я это вспоминаю. Счастлив? И горжусь этим. Мухаммед, а вот первые репетиции, первые занятия были сложные? Даже если были сложные, но были очень веселые, и мне это нравилось. За год мальчик значительно вырос в профессиональном плане, изучил основу вокала и специфику своего голоса. Сегодня это подмечает и его наставник, благодаря которому у него и получилось добиться таких высот. Я не ожидал такого результата. Я думал, пройдет несколько лет и как-то вот что-то изменится. Но на сегодняшний день это мальчик номер 1, потому что выиграл конкурс «Молодые голоса», где он там занял 2-е место и обладателем 30 тысяч рублей. Это был первый его гонорар. Вы не поверите его счастье в глазах, счастье в его там, вот, в их эмоциях. Он постоянно на своей победе начинает танцевать, делать такие движения, которые просто членов жюри составляют просто смотреть и наслаждаться этим моментом. Вы знаете, я считаю, что вот это счастливое детство этого мальчика, да, вот это творчество, вот эти конкурсы, состязания, они несут одну и ту же задачу, чтобы дать ребенку свободу, счастье. Благодарен ему за это и сам Мухаммед. По его словам, сейчас он проживает лучшее время, поэтому максимально старается посвятить себя различным увлечениям, а наставник в этом его поддерживает. Мой преподаватель для меня как друг, брат. Конечно, он, когда надо, и ругается, и требовательный. Но когда я побеждаю, он бежит ко мне и хвалит меня, говорит: молодец, добился этого. А когда проигрываешь? Никогда не был. У меня ни одного 3-го места. Помимо всего прочего, мальчик играет на национальном струнном инструменте дахчан пандер. Я выбрал этот инструмент, во-первых, потому что он наш национальный и старинный инструмент. И во-вторых, мне нравилось, как играл мальчик Гапур Раушев. Мне тоже захотелось так играть. И мы с ним друзья, мы вместе ходили с ним в ансамбль. В общем, такой он Мухаммед Амирханов, озорной, талантливый, разносторонний. Конкретные цели у мальчика тоже есть. У меня мечта стать дальнейшим кардиохирургом и попасть в шоу «Голос дети». Мальчик уверен, что добьется этого, если также будет старательно работать. Впереди у него еще один конкурс. Он пройдет уже в Сочи. Там юный артист также представит нашу республику и хочет сделать это на высшем уровне. Поэтому и готовит кое-что интересное. Хава Гагиева, Муслим Арчаков, Магаз 24.